Международный саммит по свободе вероисповедания, прошедший в столице Японии Токио 21-23 июля, создал мощную платформу для объявления международному общественному мнению о религиозных преследованиях и геноциде уйгуров. В саммите приняли участие бывший госсекретарь США Майк Помпео, бывший посол по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек и лидеры нескольких азиатских стран. На встрече Майк Помпео проинформировал о процессе принятия резолюции правительства США по геноциду уйгуров. От имени уйгуров во встрече приняли участие председатель исполнительного комитета Всемирного уйгурского конгресса и директор по правам человека уйгуров Омар Канат, а также член Совета директоров Японской ассоциации уйгуров Саур Мемет. Тысячелетние мечети, несущие на себе следы турецкой исламской культуры в оккупированном Китаем Восточном Туркестане, продолжают разрушаться Коммунистической партией Китая. Видео, показывающее превращение еще одной уйгурской мечети в ресторан в городе Урумчи в Восточном Туркестане, было обнаружено в китайских социальных сетях, отслеживаемых командой QChat. На видео видно, что мечеть, которая была построена в 2000-х годах, была увешана табличками с надписью «Гюзель Сахер Таамлары» и превращена в ресторан. Уйгурский лингвист Абдуили Аюб, который борется за уйгурский турецкий язык в Восточном Туркестане и был арестован и заключен в тюрьму на 18 месяцев, сказал: «Молитва в этой мечети была запрещена в 2017 году. В 2022 году мечеть переоборудовали в ресторан». 73-летний профессор доктор Абдулахат Кахаров, проводивший важные исследования в области турецкой и уйгурской истории, был найден мертвым в своем доме в Ташкенте. Узбекский ученый профессор доктор Абдулахат Кахаров был убит в своей квартире в Алмазарском районе Ташкента. В Генеральной прокуратуре Узбекистана подтвердили, что 73-летний ученый был убит, отметив, что расследование продолжается. Абдулахат Кахаров, профессор социологии, много лет преподавал в Академии МВД Узбекистана. Академик, исследовавший историю уйгуров, в 2017 году написал книгу «Тайны древнего шелкового пути Восточного Туркестана». 24 июля 2024 года на могиле доктора Садыка Ахмета почтили память этого незабвенного лидера турок Западной Фракии, основателя и председателя партии мира, дружбы и равенства, посвятившего свою жизнь борьбе за права уйгуров. Церемония поминовения состоялась на кладбище Кахведжи в Комотине. В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Турции Мехмет Кемаль Бозай, посол Турции в Афинах Чагатай Эрджиес, генеральный консул Турции в Комотине Айкут Унал, политические деятели, депутаты, мэры, губернаторы районов, президенты и менеджеры неправительственных организаций и многие другие представители Турции. Заместитель главы госкорпорации железных дорог Кыргызстана Абдес Анарбеков объявил о начале работы совместной кампании, связанной с проектом строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Отметив, что в Бишкеке собрались члены рабочей группы, сформированной из представителей государственных железнодорожных учреждений Китая, Кыргызстана и Узбекистана, Анарбеков сказал: «Начата работа по созданию совместной кампании с участием представителей 3 стран, которые будут реализовывать проект строительства железной дороги». Чтобы привлечь больше иностранных инвестиций, Индонезия запустила программу «Золотая виза» для владельцев капитала и талантливых специалистов, позволяющая им оставаться в стране в течение 5 или 10 лет. Существует 9 различных способов получить золотую визу. Людям, которые инвестируют в страну $2,5 миллиона, будет предоставлен вид на жительство на 5 лет, а тем, кто вложит $5 миллионов, будет предоставлен вид на жительство на 10 лет. Японский автопроизводитель Honda Motor объявил о закрытии завода в Китае и прекращении производства автомобилей на еще одном предприятии. Представитель компании заявил, что Honda закроет завод, работающий через совместное предприятие с китайским государственным автопроизводителем Guangzhou Automobile Group в октябре. Заявив, что Honda стремится оптимизировать свое производство в Китае с помощью этих изменений, представитель заявил, что Китай, крупнейший в мире автомобильный рынок, сталкивается со сложными условиями.